Эфир абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Бадра Гумба и Сергей Кириенко побывали в Западной Абхазии, посетили село Ачандара, встретились с российскими врачами, осмотрели набережную Гудауты. В Сухуме после капитального ремонта торжественно открыли национальную картинную галерею. В Абхазском государственном университете состоялась официальная церемония запуска программы молодежного и студенческого туризма. Выпускники школы Чемчирского района торжественно отметили окончание школы. Продолжается рабочая поездка первого заместителя президента России Сергея Кириенко в Абхазию. В пятницу президенты республики Бадра Гумба и Сергей Кириенко посетили родовое село главы государства Ачандару. Они возложили цветы к памятникам погибших в Великой Отечественной войне и в Отечественной войне народа Абхазии, пообщались с местными жителями, прогулялись по поляне Мидара. Бадра Гумба и Сергей Кириенко также возложили цветы на могилу участника СВО Феликса Гвазава в селе Джирхуа. Феликс Гвазава погиб в мае прошлого года при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике. По указу президента России Владимира Путина он посмертно награжден Орденом Мужества. 25 июня были завершены работы по реконструкции могилы героя и благоустройству родового пантеона семьи Гвазава. Бадра Гумба и Сергей Кириенко посетили пансионат Литфонд в Пицунде. Обсуждались вопросы модернизации пансионата, развития его инфраструктуры и сохранения статуса как одной из ведущих площадок в системе туризма и оздоровления Абхазии. Также Бадра Гумба и Сергей Кириенко ознакомились с ходом строительства 8-этажного оздоровительного комплекса. Проект стартовал в июне 2022 года и реализует Росатом в рамках инвестиционной программы. Центр будет оснащен современным медицинским оборудованием, МРТ, КТ, рентгеном, бальнеологическими и термальными ваннами. Учреждение сможет принимать до 250 пациентов в день, как жителей республики, так и отдыхающих. Итоги масштабной диспансеризации детей, проведенной с 12 февраля по конец мая, Бадра Гумба и Сергей Кириенко обсудили с российскими врачами, работающими в республике в летний период. Во встрече, которая прошла в Гагрской ЦРБ, также принял участие министр здравоохранения Эдуард Будба. В рамках диспансеризации было осмотрено более 27 тысяч школьников. При этом у 16 тысяч из них заболевания выявлены впервые. В работе участвовали 84 врача из России, 19 лабораторных специалистов и 78 медицинских работников из Абхазии. Бадра Гумба и Сергей Кириенко также побывали в Гудауте в сопровождении мэра Самары Ивана Носкова и главы районной администрации Валерия Авицба. Они осмотрели прибрежную территорию города. Обсуждались планы реконструкции части набережной. Участники отметили необходимость комплексного благоустройства, создания инфраструктуры для отдыха и повышения туристической привлекательности прибрежной зоны. В Гудауте Бадра Гумба и Сергей Кириенко осмотрели строящиеся заводы напитков «Кристалл». Предприятие возводится в рамках российской программы льготного кредитования и станет одним из крупнейших производителей безалкогольных напитков в республике. Основные направления – пиво, лимонады, холодный чай и питьевая вода. О планах по запуску производства и перспективах локализации сырья гостям рассказал владелец завода, депутата Народного собрания Абхазии Аслан Лакоба. Долгожданное событие произошло 11 июля в Сухуме. После капитального ремонта открылась национальная картинная галерея. Бадра Гумба и Сергей Кириенко перерезали красную ленту. В 1997 году по решению первого президента Владислава Арзенба Национальной картинной галерее было выделено здание бывшей дореволюционной женской гимназии по улице Пушкина, 8.
Вскоре начались первые ремонтные работы, но были остановлены из-за нехватки средств. Галерея так и не начала свое функционирование. Открытие Национальной галереи – знаменательное событие для всей республики. По завершению церемонии открытия Национальной картинной галереи Бадра Гунба и Сергей Кириенко подвели итоги двухдневной работы. Они ответили на вопросы журналистов и поделились планами дальнейшего сотрудничества. Пресс-подход президента Абхазии, первого заместителя руководителя администрации президента России, смотрите в нашей сегодняшней программе. Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Абхазский многоотраслевой колледж, осмотрели учебные аудитории и мастерские, пообщались с преподавателями и студентами. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба и директор колледжа Джумбер Мушба рассказали о текущей работе учреждения, основных направлениях подготовки и перспективах развития. Сегодня колледж занимает важное место в системе профессионального образования республики, особенно в части подготовки специалистов технологического и прикладного профиля. Поддержка среднего профессионального образования остается одним из приоритетов государственной образовательной политики. В Сухуми по улице Акиртава открыли интерактивную спортивную площадку. Здесь можно будет играть в волейбол, баскетбол и футбол. На поле уложено специальное покрытие, установленные лавочки для болельщиков. Открытие посетили президент Бадра Гунба, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Площадка построена в рамках сотрудничества Абхазии и России за счет средств Краснодарского края. К другим темам. Сухум стал новой точкой притяжения для студентов со всей России. В Абхазском государственном университете состоялась официальная церемония запуска программы молодежного и студенческого туризма. АГУ официально подключился к программе «Студтуризм». Теперь молодежь из России может открывать для себя природу, культуру и образовательные возможности Абхазии. А студенты АГУ знакомятся с университетами и научной жизнью российских регионов. Гундашова расскажет детали. Возможность посетить более 110 городов России, принять участие в уникальных мероприятиях, познакомиться с наукой и открыть для себя что-то новое теперь появилась у студентов АГУ. Программа молодежного и студенческого туризма была запущена Министерством образования и науки России в 2021 году. Она позволяет студентам, аспирантам и молодым специалистам путешествовать по России, жить в кампусах и общежитиях вузов и знакомиться с их образовательным и научным потенциалом. Отмечаю то, что входит в этот проект более 260 вузов Российской Федерации, более 110 городов Российской Федерации. И у наших студентов есть возможность получить обратную связь, где они могут выезжать, ознакомиться с историей, культурой регионов, городов Российской Федерации. Также мы сегодня приняли первую ласточку, первых студентов, которые очень впечатлены, очень довольны, счастливы. Не хотят даже уезжать, но надеюсь, что в дальнейшем они в лице наших студентов будут приобретать друзей, знакомых. И эта интеграция, она будет положительно влиять на их будущее развитие. На высоком уровне сотрудничество между нашими странами носит союзнический характер. Мы союзники и стратегические партнеры Абхазии и Российской Федерации. Нас связывает давняя история. Но чтобы такие отношения, чтобы они длились долгие годы и были максимально устойчивыми, естественно, нужно отношения и дружба между молодежью. На сегодняшний день в программе участвуют более 260 вузов из 85 субъектов Российской Федерации, а также Самаркандский государственный университет, Армянский государственный педагогический университет. Теперь к программе образовательного туризма присоединился и главный вуз Абхазии.
Для нас на самом деле важно дать эту возможность показать российским студентам, посетить Абхазию, разместиться на базе Абхазского университета. У вас, у коллег, замечательная инфраструктура. Мы эти инструменты используем с точки зрения блок-тура. У нас сегодня здесь 5 ребят, которые рассказывают своей аудитории о том, как можно путешествовать в Абхазию, как жить в Абхазском госуниверситете, как здесь вообще живут студенты, чем они живут, чем интересуются, какие исследования проводят. На самом деле здесь очень важный трек как раз-таки вот студент студенту и возможность познакомиться и посмотреть на жизнь студента в другом городе или в другой стране. Наша основная главная задача – это развивать студенческие турклубы как элемент воспитательной деятельности и патриотического воспитания молодежи. В рамках своей деятельности мы ведем порядка 200 турклубов, половина из которых уже действуют на платформе программы молодежного и студенческого туризма. Организовываем всероссийские окружные мероприятия, походы, туристские слеты. За 4 года работы программы количество участников, зарегистрированных на платформе «Студтуризм РФ», превысило 40 тысяч человек. Ключевой особенностью программы является предоставление проживания в кампусах и общежитиях вузов-партнеров, что значительно снижает финансовую нагрузку на участников. Это позволяет не только расширить географию путешествий, но и погрузиться в образовательную и научную среду различных регионов. Я думаю, что такая программа, она будет очень важна нашим студентам, и открытие турклуба – это уже такая, так скажем, не новая идея для нас, которую мы вынашиваем, и все время каждый год хотим ее внедрить. И слава богу, что вот появились люди, которые нам могут в этом помочь, и будем готовы к сотрудничеству, к взаимодействию. Участники программы получают уникальную возможность познакомиться с передовыми разработками, посетить научные лаборатории, принять участие в мастер-классах от ведущих ученых. Таким образом, путешествия становятся не только познавательными, но и способствуют профессиональному развитию молодых специалистов. Завтра у нас запланирована также поездка в Новый Афон, знакомство с основными природными историко-культурными объектами. И также послезавтра насыщенная программа. Я надеюсь, это станет доброй традицией, и мы снова и снова будем встречать гостей из разных вузов России и обмениваться опытом, знаниями. Программа молодежного и студенческого туризма – это инвестиция в будущее России и Абхазии, способствующая укреплению связей между странами, популяризации науки и расширению кругозора молодого поколения. Участие в ней – это шанс открыть для себя новые горизонты и внести свой вклад в развитие страны. Кундашова, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Более 30 книг по социологии, политологии и истории пополнили фонд библиотеки Абхазского государственного университета. Научной библиотеке вуза книги подарил Московский государственный университет. Это событие стало еще одним шагом в укреплении сотрудничества между двумя ведущими университетами. Сотрудничество между АГУ и МГУ активно развивается в рамках соглашения, подписанного в апреле 2025 года, ключевым направлением которого является создание лабораторий социологических исследований. В рамках соглашения факультет политологии МГУ тесно взаимодействует с кафедрой политологии и социологии АГУ, что позволяет проводить совместные исследования и обмениваться опытом. Данное сотрудничество открывает новые перспективы для студентов и преподавателей университетов. Передача книг – это плановое мероприятие, которое уже стало доброй традицией. Наши книги посвящены очень широкому спектру тематик. Там есть и чисто политологические работы, и работы по политическому менеджменту, что, думаю, очень сильно сейчас важно, актуально для учащихся и для преподавателей. Есть работы, посвященные истории России, истории политической мысли, работы по когнитивным войнам, тоже актуальная тема. Поэтому, как я сейчас сказала, глубоко уважаемым представителям библиотеки, наши книги, они будут интересны не только тем, кто, собственно, занимается изучением исключительно политических наук, но и представителям любой специальности, и педагогам будущим, и психологам, и социологам-политологам, разумеется, и историкам, и юристам. Поэтому, в принципе, любой студент, любой преподаватель, который заинтересуется нашей литературой, наверняка откроет для себя что-то новое, интересное и важное. Это фундаментальные издания, которые очень ценны для нашей библиотеки. Наши студенты могут пользоваться такой литературой. Литература
с Московского госуниверситета поступают почти ежегодно по разным направлениям. По математике, по педагогике, а вот сейчас по философии, политологии поступила такая хорошая, значимая литература для нашего университета. Выпускники школ Ачамчирского района торжественно отметили окончание школы. Мероприятие посетил вице-президент Беслан Бигвава. В этом году в 25 школах района 157 выпускников, из них 7 отличники. Как прошел самый волнительный день в жизни каждого школьника, в материале Айлиты Рудюнян. Событие, которое происходит раз в жизни и которое ждут с нетерпением как выпускники, так и их родители. Выпускной бал – значимая ступень в жизни каждого 11-классника, ведь впереди ждут новые испытания, учеба и взрослая жизнь. Мероприятие началось с возложения цветов к мемориалу погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Молодые люди почтили память героев, отдавших жизнь за свободную Апсны. С приветственным словом к выпускникам и их родителям и педагогам обратился вице-президент Беслан Бигвава. Он поздравил их с окончанием школы и пожелал успехов. Я хотел бы вам искренне пожелать, чтобы ваши сердца горели азартом, чтобы у вас было побольше тех людей, которые вас будут всегда поддерживать, тех людей, которые будут вас всегда вдохновлять. Ведь это самое главное. И в жизни может так произойти, что по каким-то обстоятельствам вы будете находиться за пределами нашей страны, по учебе или по работе. И я хотел бы, чтобы вы были образцом и гордились, что вы с Абхазии, чтобы вы ценили свою родину, любили своих родителей, не забывали своих друзей. И хотелось бы вам сегодня пожелать, чтобы вы сегодня веселились, радовались, смеялись, потому что выпускной бал бывает только раз в жизни. Удачи вам, везения, счастья, чтобы вы каждый для себя нашли ту дорогу, о которой мечтали. С праздником вас! Каждый выпускник прошел долгий путь в 11 школьных лет. В течение всего этого времени ребята приобретали знания и старались получать хорошие оценки. И старания некоторых окупились. В этом году в 25 школах Ачамчирского района 157 выпускников. Из них 7 закончили школу с отличием. И вот торжественный момент. Гордость родителей и педагогов. Отличники поднялись на сцену, чтобы получить грамоты и подарки. Так называемый ключ знаний, как символ открытия новых вершин, первоклассница передал один из отличников, ведь маленьким школьникам предстоит пройти тот же нелегкий, но увлекательный путь. Символизирует все знания, которые ты получишь в школе. Здравствуй, спасибо. А что он означает? Этот ключ открывает двери к новым знаниям и возможностям. Учись, задавай вопросы и не забывай мечтать. Я постараюсь. Администрацией района для выпускников был организован праздничный концерт с участием артистов абхазской эстрады. Каждый день, каждый час, каждый миг, каждого ждет станица новых дорог и лиц, новый день, новый час, новый миг. Школьный двор и смех подружек, самый чистый, самый сладкий, и прикут по теплым лужам босоногие девчонки. Выпускной бал – знаменатель окончания школы для каждого, когда-то ребенком, открывшего школьную дверь. Уже будущие студенты, сегодняшние выпускники, готовы продолжать свой путь и достигать новых высот. Айлита Рудюнян, Аляс Курсая, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, 12 и 13 июля в Абхазии ожидается небольшая облачность, без осадков, удушливо жаркая погода с высоким уровнем ультрафиолета.
Температура воздуха ночью плюс 17-22, днем плюс 26-31, температура морской воды плюс 23 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи в эфире.